Дорогие братья, здесь, альхамдулилля, возникают разные вопросы. Альхамдулилля, что-то такие вопросы, что возникают тоже. Это означает, что наш интерес ислама, познать Всевышнему Аллаху, приблизиться Аллаху, это наш, что цель есть, что любовь есть в сердце. Если вы помните, несколько недель назад мы здесь говорили про азан. Когда азан читает, настолько такая-то награда. Возникают такие вопросы уже. И несколько раз, несколько человек спрашивают, а как, если я, когда совершаю омовение, делаю омовение, отвечает меня азану или нет? Что это означает? Человек уже настолько у него желание появилось, даже когда он совершает омовение, тогда даже он желает ответить азану. Не только когда он даже не говорит, когда он просто сидит. Даже в этих моментах, даже когда в туалет заходит, мне подождать, пока азан завершится, или заходить. Уже человек не хочет упускать эту награду. Мы часто должны вспоминать, какая награда. Ответ на этот вопрос можно, нельзя. Это не просто ответ, можно, нельзя. Можно, конечно, делать омовение. И заодно отвечать тоже. Если ты, конечно, отвлекаешься своим омовением от азана, лучше подождать, пока азан завершится. Раз азан начал, лучше в туалет в это время не заходить. Потому что ты такую награду упускаешь. Подожди минуту-два, эту награду получишь. Поэтому, братья, иман это как дерево, которое в нем есть ветви, свои ветви, как это называется? Ветви, да? Вот? Ветки, да? Есть у него плоды, но человек сразу иман не теряет. Он постепенно, вот когда дерево отрубил одну ветку, другую, да, она свой вид теряет она. Когда фрукты собираешь, она тоже красоту теряет она, которая аж тебе дает такую сладость, даже посмотреть. Вот так иман, когда ты это суннат оставляешь, это суннат оставляешь, это суннат оставляешь, ты не чувствуешь, что у тебя внутри творится, что ты становишься день за днем сухой, в конце ты уже сушиться можешь. Это самая беда, вот, когда ты не чувствуешь, что ты теряешь в исламе, что сколько ты теряешь. Это самая беда, вот, когда вот это чувство ты теряешь. Например, человек, когда голодный, он чувствует, дает сигнал, что он голодный. Если он этот сигнал потеряет, человек после аварии уже не знает, поел, не поел, сытый, не сытый, он кушает, пока кто-то не скажет, остановиться. Вот это грех, вот это болезнь самая, которую мы должны посмотреть на это. Потому что внутреннее наше состояние, мы его сразу не замечаем, не видно чего. А на самом деле она вот каждый день у него меньше становится. Вот это надо сравнить, как дерево. Поэтому, альхамдулилля, что Аллах дал нам разум. Пока есть сигнал вот это, который нам дает знать, что у нас тахсир есть по отношению к исламу, это хорошо. Вот есть совесть. Когда чувствуем, это уже хорошо. Когда не чувствуешь, это уже болезнь. Человек, например, голодный, да? Вот еда есть, но он, если это чувство не потерял, если чувство потерял, уже все, он от еды лазат теряет. Хоть мы намаз не делаем, роза держим, вот это внутри чувство, если когда мы потеряем, уже смысла нет. Вот так, брат, на этот вопрос тоже, иншаллах. Сейчас, какую роль играет в жизни человека одиночество? Мы в прошлом уроке рассказали историю, как пророк, алейхиссалату вассалам, находился в пещере, уединение от людей, подальше от людей. Почему Аллах выбрал для своего посланника такую миссию, чтобы он сперва пожелал быть в одиночестве? Зачем это? Зачем он почувствовал страх? Первый раз, второй раз, потом уже третий раз уже у него все было обычно.
Инна лихади халва, уединение человека. Пускай каждый посмотрит, у него когда было это последнее уединение. Вот это для чего? Это уединение, говорит пророк, алейхиссалам, Аллах его вложил. Любовь к уединению в сердце. Это указывает на большую вещь, который важный каждому мусульманину, чтобы у него был такой момент. Особенно, кто призывает к Аллаху. Им это еще важнее. Это нам объясняет, что ла якмалю исламу, человека не завершается религия. Ислам, сколько бы он не совершал много намаз, ораза, много чего он делает, пока у него не будет уединения с Аллахом. Пророк, алейхиссалам, в темноте, да? Свет нету, людей не видно, животных даже не видно. Юхасибу фиха. Для чего это уединение? Чтобы он дал себе отчет, что он, откуда он появился, куда идет, для чего он живет, чтобы мыслить. Человек, когда хочет думать, детям говорит, успокойтесь, или отдельно заходит в комнату, отключает телевизор, дайте мне подумать. Для этого человек очень большую роль играет просто мыслить, не просто всегда читать ла иляха илlallah субханаллах. Иногда надо просто успокоиться и подумать о возвеличии Аллаха. Поэтому, кто хочет себя исправить, надо говорить уединение, чтобы у него было. Аль-вахту хуа аль-хаят. Время это твоя, это жизнь. Если у тебя времени нет, значит у тебя жизнь закончится. И какая мудрость для этого? Уединение. В чем есть мудрость? Здесь говорится, анна линнафси афатун. У человека есть болезни разные. Вот некоторые болезни невозможно лечить, кроме как уединяться. Например, человек, простой пример возьмем, который не спал 2 дня подряд. Ему какое-то, любое лекарство дай, ему это не поможет, кроме как он не будет поспать. Только спать ему поможет. Вот так у человека есть некоторые болезни духовные, только ему поможет отделяться. Вот, например, есть гордость человека, удивление само собой, зависть, показуха, любовь к мирскому. Это все духовное состояние, которое разрушает человека снутри. Сколько бы он не совершал хорошие деяния, сколько он не призывал ислам людей. Вот эта гордость, как мы можем? Мы думаем, каждый простой человек, да? Но когда момент испытания, видно бывает, гордый или не гордый. Если кто-то скажет тебе, ты дурак, сразу тебе возникает, почему я дурак? Ты сам дурак 100 раз. Это что означает? Мы это не терпим, чтобы кто-то нам скажет дурак. Если мы были простые, ну хорошо, дурак, спасибо, баракаллах. Умар ас-Сабр, радийаллаху анху, когда зашел в мечеть, и он был там спящий человек, лежащий. Умар ас-Сабр случайно там темно, чуть нога наступила на него, и тот человек сказал, ахимарун анта, ты осел разве? Вот так. Обращается к правителю мусульман, и за ним есть много последователей. Умар ас-Сабр сказал, нет, я Умар сказал. Нет, я Умар. Те люди, которые последовали за Умаром, они сказали, я Умар, дай его воспитать, наказать. Зачем наказать? Он меня спросил, я осел? А я сказал, нет, я Умар. Все, зачем здесь? Видишь, вот это простой человек. Поэтому вот. Так человек, когда уединение, ему это мысли, он начинает мыслить, что Аллах управляет нас всем. Настолько человек слабый, настолько эти люди, которые ты делал перед ними показуха, они ничего не стоят. Вот как это могила, уединение это как могила. Вот отошел. А то, что вы будете там хвалить, или кто-то будет враждовать со мной, все далеко они. Вот это все дает почувствовать и понять, что они ничего не стоят. Как говорится, постарайся, говорит, как это, где я здесь написал, чтобы не перепутать. Аллахумма салли аля Мухаммад.
Не могу найти. И Allah у нас, что все люди были довольны над тобой, это кто поставил такую цель, никто не достигнет этой цели. Чтобы все были, жена, дети, соседи, нет такого. Даже от пророка не были довольны. От Аллаха тоже не довольны. Поэтому ирда раббак, всегда старайся, чтобы Аллах был доволен над тобой. И не думай после этого, кто любит тебя, кто не любит. Главное, ты поступи правильно. Вот, например, возьмем вот это часы. У многих людей есть электронные часы. Сидишь ты в гостях, кричит азан. И смотришь там все фильмы, новости, да. И человек продолжает свой разговор, внимания не обращает. Аллахи, если так, лучше не поставить часы. Потому что если в этом есть унижение, то, что возвеличил Аллах, а футбол, голос делаешь, или слушаешь напарника, который с тобой сидит, и азан отключаешь. Ты не можешь сказать вот этот момент, брат, подожди, послушай азан. Настолько велика. Ты отключил азан, а футбол, получается, тебе важнее. Вот момент испытания. Сколько бы мы ни тренировались в спортзале, это ничего не значит. Это когда на поединок выходит, если он сразу с первого раза сдается, значит, толка нет, столько он тренировался. Вот так, сколько бы ты намаз не делал, в момент испытания, ты если сдаешься шайтану или ему слушаешь, получается, ты толка нет от твоей тренировки. Намаз, она не сама цель. Намаз танха ани фахшахи. Намаз, она запрещает от плохого. Она сама как тренировка. Но если она не запрещает от плохого, толка у тебя от намаза у тебя нет. Так, когда мы фильм смотрим, мы хотим молча, тихо слушать. Говорим, дети, давайте в другую комнату. Вот так связь со Всевышним Аллахом, это более важно, чем фильм. Уединение и спокойно сам собой будет. Тогда человек, когда он размышляет о судном дне, и однажды это все он будет размышлять. А то, что намаз зашел, вышел, потом по своим делам пошел. Вот человек, если правильно он не мыслит, то, что все, что он делает, ему не влияет в нужный момент. Мысли, она управляет на все. Это упование Аллаха, что Аллах всемогущий. Кто перед тобой не стоял, когда ты думаешь, что Аллах сохранил небо, солнце, луна, разве трудно будет Аллах сохранить тебя, если момент нуждается? Вот имам Шамиль, рахимахуллах, когда его спросили, что нужно для войны, какое оружие самое лучшее, имам Шамиль сказал, что попадает под рукой. И он потому что уповается на Аллах. И этот момент ему отправили, когда он с туалета выходил, это Аслан лев. И лев напал, и бисмилля, урод засунул лев. Все. Аллах защищает. Главное, ты сердце был спокойно, Аллах тебя защищает. И когда мы чисто искренне уповаемся Аллаху, перед нами враг, какой бы он сильный ни был, он слабый уже становится. Потому что ты знаешь, кто тебя защищает. Какой бы лев на тебе не напал, если у тебя рядом есть пулемет, ты не боишься, потому что если у тебя пулемет, ты можешь уничтожить. Вот так же у тебя искреннее упование Аллаха, ты Аллах, вот лев, вот что тебе без разницы будет. Такие действительно имамы, когда заходили к лев, перед ним они молились, и лев даже под ним, говорит, как кошка была рядом. Аллах же ему без приказа, мы сказали, внушение разное бывает. Внушение пророкам, внушение хайванам. Аллах ему этот момент внушения даст, этот мой любимый раб, будь спокоен, даже может защищать. Вот как слон, когда хотел разрушить Каабу, смог разрушить, не мог же. Это внушение слону, что он был подальше от Каабы. Поэтому, когда тебе говорит, часто забываем, вот в течение года тренировки, намаз, ходим, и когда в санаторий пошли, и все там, все как-то дозволено. Как-то все там дозволено. Вот эта жизнь, как два сериала. Первый сериал здесь, второй сериал там.
А то, что здесь творится, это жизнь. Это половина. Но здесь результаты, все гладко было, нельзя ждать. Пока мы второй сериал не видим, как двухсериальный фильм, пока второй сериал не увидим, у нас душа не успокаивается. Как вот убили родителей, потом это мальчик рос, потом отомстил, потом успокаиваемся. Вот так в раю, отдых в раю будет. Это для меня только надо работать. Если человеку скажет, вот тебе дворец и еда разные, и скажет, через месяц тебя вот как будет казнить, он не почувствует никакой сладости, никакой радости от этого золотого дома, потому что он знает, ум работает через месяц, он там же сдохнет от голода, вот все перед таким местом. Вот так верующий человек не успокоится, пока не увидит свое место в раю. Поэтому всегда его не должно обманывать это мирское, то, что перед ним. Потому что он думает, знает, или там казнит будет, или его спасет. Долго тоже не могу сказать, иншаллах. Следующий урок продолжим. Для чего вот эта пещера? Потому что это важный момент, который изменил жизнь в мире. Пещера. Это, иншаллах, продолжим, иншаллах, еще раз. Какие там ощущения бывают и для чего она нужна. Поэтому дай Аллах каждому из нас, у каждого из нас, чтобы был момент такой, ночью или где-то вот момент отделяется, чтобы почувствовать эту сладость имана, любовь к Аллаху и бояться от Аллаха. Алхамдулиллахи.